Эфир телеканала «СКАТ» продолжает Самарский телевизионный вестник. В студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Уже к осени в Самаре на улице Алексея Толстого может закончиться реконструкция исторической мечети. В этом году зданию исполняется 130 лет. История его весьма насыщена. Открывшись в 1891-м, мечеть работала до 1932 года. Затем недолгое время располагался детский сад. В качестве храма учреждение вновь открыло свои двери в 2005 году. Как проходит реконструкция здания, увидели наши корреспонденты. Эти фотографии были сделаны в 2013 году, когда здесь велись работы по расчистке территории. За много лет был проделан колоссальный труд. Сегодня здание преобразилось не только снаружи, но и изнутри. И приобрело облик, который мог бы быть еще более 100 лет назад. В основу реконструкции легли чертежи 1908 года, когда архитектором Смирновым был разработан соответствующий проект. Сейчас вот активные работы ведутся в главном молельном зале. Мы хотим ее открыть уже к началу месяца Рамазана, к 13 апреля. Потом уже с наступлением теплой погоды, плюсовой погоды, думаю, с Божьей помощью начать уже отделку внешнего фасада. Ну и также идут активно отделочные ремонтные работы во всем здании. Конечно, мы хотели бы обратиться к единоверцам и всем неравнодушным тоже как бы внести свою спасительную помощь, кто чем может помочь. В 1891 году мечеть была построена на средства мецената симбирского фабриканта Тимирбулата Акчурина. Это событие стало поворотным в истории мусульманского сообщества Самары. Несмотря на то, что неподалеку отсюда находился молельный дом, именно эта мечеть стала духовным центром мусульман. Мечеть функционировала до 1932 года. Затем здесь располагался детский сад. В статусе храма свои двери мечеть открыла в 2005 году. Это Самарский район. Здесь тоже очень много мусульман. И вот у нас, слава богу, есть в Кировском районе, в промышленном районе, на промышленности, на Стожке есть. И вот именно в центре города это вот очень важно, что такую мечеть здесь реконструируют. И будет возможность людям сюда приходить. Сейчас в реконструкции здания задействованы десятки человек. Далеко не все являются профессиональными строителями. Помогают чем могут. Если все пойдет по плану, реконструкцию планируют завершить уже к осени этого года. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ.